Международный турнир по смешанным единоборствам полностью оправдал свое название. Зрители Грозной битвы смогли увидеть зрелищные и бескомпромиссные поединки между лучшими бойцами со всего мира. Первыми прошли 4 предварительных боя. В легком весе с чеченским бойцом из спортклуба «Ахмат» Зелимханом Умхаджиевым встретился представитель Крыма Михаил Разгуляев, который проиграл в первом же раунде. Второй и третий бои чеченские спортсмены выиграли по очкам, а вот Умар Чичаев проиграл бой своему сопернику Александру Осмоловскому. Здесь же глава Чечни Рамзан Кадыров получает кубок за развитие спорта от директора телеканала «Боец». Первым официальный бой открыли спортсмены в весовой категории 77 килограмм. Лицом к лицу встретились Черси Дудаев из Чечни и Евгений Ивенский из Болгарии. Болевым приемом руки Черси одержал победу. Противником Зураба Бетергириева стал опытный боец из Хорватии Лука Елчич. Однако, как говорится, победил сильнейший боец из Лиги Ахмат. Уверенную победу одержал и Владимир Минеев над своим соперником из Испании Иваном Седа. Эта встреча стала для Минеева вторым боем на профессиональном ринге. Абубакар Вагаев также одержал победу по очкам над французом Тибо Ларше. Все 3 раунда доминировал чеченский боец. А вот Беслан Ушаков в третьем раунде удушающим приемом выиграл досрочно. Эффектно завершил свой бой Саламу Абдурахманов, выиграв у португальца Айреса Бенруара. Одной из самых коротких встреч стал бой Салмана Жамалдаева и Святослава Шабанова. В первом же раунде удушающим приемом Жамалдаев одолел соперника. Следующий бой вполне можно назвать кровавым. В ходе поединка между Арби Мадаевым и Дмитрием Арышевым у последнего была рассечена бровь, из-за чего на протяжении всех 3 раундов у спортсмена не прекращалось кровотечение. В итоге победу одержал чеченский боец. В поединке Самуэля Триндада и Хусейна Халиева все ждали красивого боя, однако Халиев сделал его максимально коротким. Удушающим приемом выиграл на первых же минутах. Свой первый бой за спортивный клуб «Ахмат» провел и Максим Гришин. Он встретился с бойцом из Хорватии Дорианом Илицем. В первом же раунде выиграл удушающим приемом и завоевал очередную 12-ю победу на профессиональном ринге. Чеченский гладиатор завоевал очередную победу на профессиональном ринге, нокаутом на 2-й секунде выиграв у бразильского спортсмена Эдуарда Фелипа. До начала главного боя вечера перед гостями выступили солисты ансамбля «Войнах». Чтобы поддержать Абдулкерима Айдилова, вышли все чеченские бойцы, выступавшие до него. Спортсмен, как всегда, скромно выйдя в октагон, первые минуты боя начал с атаки. И завершилась она удушающим приемом соперника. Раз, два, три. Ну что, забрал-таки. Забрал и задушил. Ну, собственно, вот. Победа в главном бою вечера. Таким образом, на 3-й минуте Абдулкерим Идилов уверенно одержал эффектную победу над своим соперником из Бразилии Тиаго Монако Тосато. Чтобы вручить победный кубок, восьмиугольник поднялся и сам глава республики. Я думаю, что в последующем наши бойцы будут и выступать на международной арене, и к нам будут приезжать лучшие, потому что наши бойцы лучшие из лучших. Да здравствует Россия, да здравствует Чечня, да здравствует Абдулкерим Идилов! Evet sonra arkadaşlar deriden artık iş dikkat edeceğiz. Dinlerler sünder da açma suğa padeşken da lehke iş vakti derede sonra da şiye da 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 dikkat etmeyin boyun.